Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, у кого вы в сердце, кто вас любит. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, у кого я в сердце, кто меня любит. Я думаю, что все вы уже настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вот это интересно, почему столько много людей вышло? Что происходит? Смотрите. Раз, два, три, четыре. 4 человека. 4 человека вот в данный период времени вас содержат в сердце. Вот люди к вам не безразличны. Интересно. А у вас, смотрите, какое-то ощущение, что вы никому не нужны, что вы одна, никому не нужна, никто никогда не любил, не ценил, никто никогда о любви не говорил. Боже мой, кому я нужна? Просто так зашла на эту отсыпку, ну, ради интереса, да, все равно чушь какая-то. Ну, посмотрим. А вы не правы, мои хорошие девочки. 4 сразу человека вышло, 4. И еще вот 1/5, но у него тут немножко другая история, я потом расскажу. 4 человека содержит. А вы вот прям одиночка себя чувствуете, и прям такое боль и холод сердца у вас присутствует. Даже, знаете, кажется, что и детям не нужна. Да? Может быть, детки у вас есть, и вы думаете, да и им не нужна. Вот так пользуются мною, катаются на моем горбе, и все. Но вы тоже не правы, абсолютно не правы. Для детей вы идеальная святая женщина. И да, если они противные, и да, если там может быть переломный возраст, там пубертат, неважно, все равно вас любят. Любят, ценят и обязательно вам об этом скажут. Если не сейчас, то немножечко попозже. Здесь 100%. Вы для своих детей действительно святая женщина. И дети ваши, вот ваш образ, вашу вот эту материнскую любовь вы очень высоко ценят. Очень высоко. Поверьте, это настоящее чувство, и никто вами не пользуется. Да, балуются, да, там спорят, да, какое-то поведение даже может быть, ну неадекватное. Ну, подростки, допустим, да, либо там переломный возраст. У деток же каждые 3 года переломный возраст. Это нормально, ничего, повзрослеют, поумнеют, еще будут вас, знаете, как он, зацеловывать, на руках носить. Еще будете говорить, иди, живи своей жизнью, что ты со мной сидишь, да, что ты от меня не отходишь. Вот так даже будете говорить. Так что не переживайте, не думайте. Так, мои хорошие, ну давайте разбираться с вашими этими мужчинами. Сначала с мужчинами, потом все остальные. Так, по поводу мужчин. Ну, тут какую-то удочку закидывает. Но какой-то он такой, знаете, нерешительный. Вот он, видите, вот самый такой большой, да, видите, с удочкой. Закидывает, значит, к вам удочку. Сейчас очень много справок о вас собирает. Кто вы, что вы, кто там рядом с вами, что нравится, что не нравится. Справки наводит. Мужчина новый. То есть вы с ним не общались, вы с ним не встречались, у вас, может быть, особых связей с ним нет. Ну, может, виделись, вот как-то так. Может быть, какое-то такое шапошное знакомство между вами произошло. Но мужчина крайне вами заинтересовался. И прям живой такой интерес к вам идет. Постоянно он о вас думает. И вот это чувство интереса, влюбленности, но в нем с каждым днем все больше и больше, да, прям нарастает, такой цунами поднимается. Вот я вам серьезно говорю, пройдет пару дней, ну максимум там может быть 2 недельки, и он прям ваш.
пирожочек будет готов, влюбится и забудется. Кстати, мужчина, он с правой стороны вышел, то есть неплохой, перспективный, без каких-то осложнений. Видите, за спиной у него чисто, хвостов нет, каких-то обременений нет. То есть достойный человек. Достойный. Сейчас он о вас справочки наведет, потом уже будет к вам идти и предлагать вам встречаться, общаться, я знаю, там вместе жить, замуж может предложить. Но такой хорошенький. Хорошенький, к сожалению, вот каких-то подробностей про него не могу сказать, кроме того, что он очень перспективный, хороший, порядочный человек. Так, дальше. Здесь какой-то бывший, причем какой-то неудачник. Вот сразу говорю, неудачник, там у него могут быть и всякие порчи с глаза, постоянно какой-то деструктив идет, то там не получилось, уволили. Кстати, мужчина может выпивающим быть, какие-то травмы постоянно происходят. У кого-то вообще отыграется, что мужчина бабник постоянно, то у одной сидит, одно место греет, то у другой, да, и постоянная какая-то вот как бег у него, да, от одной бабы к другой. Ну, несерьезный человек, но в сердце вас содержит вас сердце вот как идеал женщины, к которому надо стремиться. Вы для него очень много в жизни сделали, больше, чем, наверное, родная мама. И он это знает, пусть он вам об этом никогда не говорил, но тем не менее он знает, что вот на вас молиться надо. Но в силу своего противного характера и того негатива, который на нем есть, потому что тут 100% негатив на человеке есть, и сказать об этом не может, и поменяться он не может. Ну, такая спорная личность. Смотрите, он содержит именно ваш образ, как образ идеальной женщины. Он понимает, что вы никогда не позволите ему опять вернуться, либо никогда с ним не сойдетесь. Может быть, действительно что-то очень плохое сделал, какой-то невероятный поступок, гадкий сделал вам, понимает, что вы не простите, понимает, что вы не примете. И вы для него вот этот священный образ, который он содержит в сердце, в глазах, в голове, он ищет женщину, подобную вам. Но, к сожалению, это невозможно. Вы эксклюзив. Таких, как вы, больше нет. Вы одна единственная на весь мир. Вот, поэтому, утешает себя мыслью, что когда-нибудь я найду. Пусть не такую, но приблизительно хотя бы отдаленно похожую. Вот. И, кстати, не исключено, что он также может, видите, удочку к вам закидывать, но, правда, удочка у него короткая, то есть это звонки, это может быть переписка, ну и даже как подсматривать за вами может, но не более того. Но вот у него какое-то решение, что не простит, и лучше не надо провоцировать негатив. Дальше, мои хорошие. Здесь вот вышла женщина. Это либо мама ваша, либо подруга. У женщины по поводу вас очень много страхов и переживаний. Вот именно за вас, за вашу жизнь, за вашу судьбу. Она хотела бы вам помочь. И да, она пытается вам помогать, но делает в какой-то неправильной форме, не в корректной форме. То есть вы эту помощь не готовы принимать, либо не готовы принимать в такой форме. Вам кажется, что она воспитывает вас, либо все время пытается чему-то там поучать, да, вы как бы против этого. Вы знаете, как вам жить, вы знаете, что вам делать, не принимайте вы эту поддержку. Она такая, она по-другому не может, и она вот это все содержит у себя в сердце. С одной стороны, хочется вот, чтобы у вас все замечательно было, а с другой стороны, она не знает, как это сделать, не знает, как вам правильно донести эту информацию, и вы, скорее всего, с ней иногда спорите, либо вот какой-то холодок между вами периодически пробегает туда-сюда, да. Не согласны вы с друг другом. Разные у вас мнения, разные у вас подходы к жизни. Так, еще один человечек. Но этот человечек похож, вот знаете, он тоже как на друга, товарища, может быть, даже коллега.
Для кого-то вы образец. Образец профессионализма, мастерства. Вот восхищается человек вашей жизнью. Может быть, вы преподаватель, и это ваш ученик. То есть для кого-то вы действительно как гуру проходите. То есть человек знает о вашей жизни, о каких-то ваших достижениях, победах, преодолениях, и человек этим восхищается. То есть пример, да, с вас берут пример. Вот этому молодому человеку, либо молодой девушке очень хотелось бы больше, может быть, знать о вас, либо больше с вами иметь возможность вот на общение. Опять же, да, либо вы учитель, это ваш ученик, либо вы на работе, да, вот какой-то человечек, как новенький, может быть какой-то помощник. Вот, очень нравится, как вы там выполняете работу, либо какой у вас характер, как вы вообще подходите к выполнению своих обязанностей. Вот как пример с вас человек берет. Вот там. Мой герой, да, в сердце у меня мой герой. Очень, кстати, хорошее такое предсказание, хорошая информация. Вот когда младшие восхищаются старшими, когда есть такое уважение, то есть желание там не всякое там безобразие там с Инстаграма и ТикТока брать, а брать за пример, за идеал вот настоящих порядочных людей, таких как вы. Так интересно. Так, ну и давайте разберемся с вот этим персонажем. Но человек содержит вас в сердце, но тут такой интерес, скорее всего, интимного характера. Человек женатый, 100%. Женатый, причем достаточно глубоко женатый, может быть, несколько раз женатый. Там, значит, целая у него кагала, там жены, дети, там мамы, бабушки, там огромное количество людей. Может быть, кстати, он даже, ну, как живет, да, вот какой-то одной большой общиной, либо там очень сильные связи. Вот он 100% знает, что с вами быть он не может ни при каких обстоятельствах. И вы для него как мечта идете. Мечта неосуществимая. Ну вот все равно, что я там сейчас начну мечтать о том, что я полечу там, ну не знаю куда, там, в другую соседнюю галактику, понимаете? Я могу об этом мечтать, но я никогда туда не полечу. Вот. И вы для него вот такая вот мечта. Ваш образ. Человек, понимаете, живет с вашим образом в голове. Он там себе кучу всего представляет, что вы там вместе, женаты, там и спите вместе, и кушаете, и любите друг друга, и ругаетесь, там, и миритесь. Ну, он как в какой-то своей реальности живет в мечтах, да, и в мечтах есть вы. Я не могу сказать, что он любит конкретно вас, скорее ваш образ. То есть есть картинка, да, ваше лицо, ваша внешность, а все остальное, но он как бы сам себе придумал. То есть нам наделил вас какими-то качествами, которыми вы не обладаете. Ну и как бы этим он развлекается. Ну, если так можно сказать. Жизнь у него нелегкая, тяжелая, а вы для него вот такая отдушина. Подумать, помечтать, попредставлять и прочее, прочее. Ну, такой человечек. Вы никогда не узнаете о его чувствах. Никогда. Никогда. Вот он никогда себе этого не позволит к вам подойти, неважно, там трезвый, пьяный, не скажет. Не скажет, потому что последствия для него же могут быть просто фатальные. И также для вас, то есть если он там особенно женат, для вас может быть проблемой. Он это знает, поэтому будет сторониться вас, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни вас. Вот такой человек. Ну, считайте, что он эксплуатирует ваш образ во всех смыслах этого слова. Такой вот человек. Мои хорошие, вот здесь очень четкий посыл вам дан, что вы очень необычная женщина, есть в вас какая-то сила заложена вот при рождении, есть какой-то у вас либо дар, либо талант, либо какая-то скрытая способность. И эта способность, смотрите, она все время просится выйти наружу. Но вы ее наоборот куда-то подальше запихиваете, говорите, нет, нет, а что, нет, это не надо афишировать, никто не должен знать. Вы себя как будто бы законсервировали, в себе, вернее, законсервировали эту способность, либо этот дар. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, наладилась, чтобы к вам наконец-таки пришло хорошее здоровье, удача, чтобы вам открывались двери и возможности по судьбе, вы должны дать ход
своим способностям, своему дару, своему таланту. Мои хорошие, ну, я думаю, что каждый из вас знает, в чем вы сильны. Кто-то из вас там печет просто мега там пирожки, торты, кто-то умеет петь, кто-то умеет там, может быть, на музыкальных инструментах играть, рисовать, вязать. Может быть, программы компьютерные вы создаете, а может быть, вы тоже занимаетесь эзотерикой, либо любите, интересуетесь эзотерикой. Надо заниматься. Если не будет выхода вашему дару, ну, еще раз говорю, вы себя как будто бы вот в жизни и от жизни блокируете. Вот так и будет чувство вот этого одиночества, понимаете? Так и будет. Это не вы одинокая, а это тоскует ваша способность, ваш дар, ваш талант. Дайте выход, дайте. Вас Боженька наградил, вложил в вас, чтобы вы несли свои способности, свои таланты людям, дарили людям помощь, праздник, удовольствие. Ну, кто чем заниматься из вас будет. Займитесь вот лучше этим. И тогда жизнь ваша поменяется. Причем поменяется очень, очень качественно поменяется. Здесь мне очень нравится вот эта вот птичка, птичка счастья, жар-птица. Мне нравится, что вы поменяетесь, поменяется ваш образ жизни. И вы не будете сидеть и смотреть мои отсыпки, а кто же там содержит меня в сердце, а вы будете жить, жить полноценной жизнью, понимаете? С удовольствием и с радостью вам будет чем заняться. Мои хорошие, занимайтесь, пожалуйста, собой, и все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.